А вот по поводу обвинений о том, что вы присвоили как раз кыргызские орнаменты, запатентовали орнаменты, очень много в социальных сетях возникает непонятных казусов. Вот хотел бы услышать именно вашу версию. Саламатсыздар, урматтуу мекендештер, арыбаңыздар. Бүгүн силер менен маек кичинекей башкача түрдө өтөт. Маек эмес, бул кыскача сүйлөшүү. Жакында Яка бренд деген чоң дүкөн боюнча ызы чуу болду. Ошо Кыргызстандын орнаменттерин уурдап алыптыр, патенттеп алыптыр, жеке менчиктеп алыптыр деген сот тармактарда чоңдогон ызы чуу болду. Ошо боюнча биздин бүгүн жолугушуу ошо Яка брендтин негиздөөчүсү Анна айым менен бүгүн жолугабыз. Толук маалыматтардын баарын билебиз. Эмнеге уурдап алды, же уурдап алдыбы, же уурдап алган жокпу? Кыскача маек ошол боюнча. Анна, приветствую. Спасибо, что приняли. Спасибо, что пришли. Да, без проблем. Вот сама идея о создании такого бренда в этническом кыргызском стиле, откуда она возникла у вас? Идея родилась из восхищения и любви. Я в свой первый приезд в Кыргызстан, как и многие, кстати, я знаю, что очень многие приезжают в Кыргызстан, потом говорят, все, я влюбилась с первого взгляда, и, по-видимому, это традиция, это никто не может этого избежать, то же самое произошло и со мной. Кроме того, я познакомилась с замечательными мастерицами, я познакомилась с потрясающим дизайнером, автором нашей первой коллекции. Я люблю красивую одежду, я разбираюсь в крое, разбираюсь в технологиях. Вот благодаря сочетанию всех этих факторов родился бренд. Ну, как долго существует наш бренд? Первый раз я приехала в Кыргызстан в мае 2023 года. А первую коллекцию платков мы уже выпустили в сентябре 2023 года. А в октябре того же 2023 года нас пригласили стать спонсорами кинофестиваля «Карашлаб», который проходил в Бишкеке. И примечательно, что фестиваль начался 27 октября, а у меня именно в этот день день рождения. То есть вы создали этот бренд себе на день рождения? Можно так сказать, да. Можно так сказать. А вот по поводу обвинений о том, что вы присвоили как раз кыргызские орнаменты, запатентовали орнаменты, очень много в социальных сетях возникает непонятных казусов. Вот хотел бы услышать именно вашу версию. Да, мы все читаем, мы все отслеживаем, и, честно говоря, мы в недоумении, потому что намерения запатентовать традиционный кыргызский узор у нас не было никогда. Это, во-первых. А во-вторых, это невозможно юридически. Невозможно запатентовать национальное наследие любого народа, любой национальности. Мы этого не делали. И, кстати, Министерство культуры Кыргызстана недавно опубликовало заявление, что мы этого не делали и попросили не распространять ложную информацию блогера, который затеял весь этот скандал. В социальных сетях, вот мы тоже до этого объясняли, что многие, к сожалению, наши соотечественники как раз таки не изучая до конца смысл этого бренда. Вот мы, пользуясь случаем, хочу сейчас обратиться к соотечественникам, что ну, мы, наверное, где-то должны радоваться, что наш бренд кыргызский продвигается за рубежом, вот, благодаря таким энтузиастам, как вы, да, в большей степени. И я очень надеюсь, что она будет далее продвигаться очень в правильном русле. Вот я сейчас вот мы находимся у вас в шоуруме, вижу очень много шардаков, тушкизов, вот, красивых вещей с кыргызскими орнаментами, узорами. И чувствуется энергетика. Насколько вы чувствуете вот энергетику кыргызов вот внутри себя? Я ее сразу почувствовала с первого же приезда. Она меня ошарашила. Я, кстати, у меня на личной странице бренда, я очень много делала публикаций, по-моему, они сохранены у меня в актуальном, что кыргызская этника, она очень мощная, она тебя цепляет и уже не отпускает. Потом, ну, я попалась. Я влюбилась, мне это очень понравилось. Я своим друзьям и родственникам навезла кучу подарков. И я подумала, ну, а почему? Почему вот только мои друзья и родственники будут это все знать и видеть? Я хочу с большим количеством людей поделиться, я хочу большему количеству людей это показать. И сейчас, когда мы видим и слышим отклики наших покупателей, это действительно ценно, это то, что привлекает, это то, что нравится. Ну, на своем уровне, я думаю, диаспору тоже мы поможем продвинуть именно бренд
Потому что в наших интересах, что кыргызскую культуру узнавали все больше людей и восхищались все больше народностей. Далее, какие планы у Яко бренда на будущее? Есть ли какие-нибудь глобальные планы по продвижению как раз-таки тех же наших орнаментов на глобальный рынок? Это в ближайшие просто на несколько лет, можете даже сказать. Ничего не изменилось. Мы по-прежнему будем вдохновляться, мы будем использовать кыргызские орнаменты в своих дизайнах. А, Мы решили масштабироваться раньше, чем вообще планировали. И мы будем готовить коллекцию осень-зима 2025 года. Орнаменты мы будем использовать. У нас уже дизайнеры, кстати, они все из Кыргызстана, они уже работают над Вот этим. здесь таких как раз хочу А, отметить, да, момент очень... Вырезайте. Нет, все нормально. Отметить момент, что вы создаете на своем уровне определенные рабочие места. То есть благодаря Мгм. вам, то есть благодаря вашему заказу, наши ремесленники, рукодельцы, дизайнеры, они зарабатывают, они продают вам Да. свои вещи, одежды. У вас организация, которая просто покупает под заказ и перепродает для другой аудитории. Я не согласна. Все-таки мы делаем Поправьте меня. заказ. Мы делаем заказ. Я говорю мастерицам, что бы я хотела, чтобы они Мгм. сделали, какой-то должен быть аутфит, какой-то должна быть Мгм. стилистика. Мы уже переговорили с мастерицами, обсудили, что мы не будем больше использовать тушкизы в Мгм. наших изделиях. То есть они будут делать вышивку на основе традиционных орнаментов тушкизных в Мгм. той же цветовой гамме, Мгм. но это будет современное. То есть мы тушкизы винтажные Мгм. резать уже не будем. Шардаки для нас делает лучшая мастерица, по моему мнению, в Кыргызстане. Мы снимали фильм, мы снимали видеоролик про нее, про ее мастериц, про сам процесс, потому что нам важно донести до нашей аудитории, с чем она имеет дело, что это за изделие, как оно создается, какой оно несет смысл. И мы видим по откликам и по интересу, что это продукт действительно уникальный. И он, кстати, на российском интерьерном рынке мы единственные, кто представляет Шардаки в России. Анна, успехов вам в вашей деятельности. Надеюсь, что у вас бренд будет продвигаться, процветать и будет приносить радость всем. Спасибо вам. Спасибо вам Все, за внимание к этой ситуации. всего хорошего. Всего хорошего. До свидания.